Эхо твоих. Персонально ваш. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня координатор Уфимского штаба политика Алексея Навального Лилия Чанышева. Лилия, здравствуйте. Добрый день. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Трансляции в Facebook и на YouTube также ведутся. Поэтому вы можете присоединяться к нам с помощью интернета. Это тоже возможно. Я напоминаю, СМС и сообщения в мессенджере Telegram также существует. +7 927 304 1051. Можете присылать СМС-сообщения по этому номеру телефона, ваши вопросы. Если останется время, мы обязательно их зададим. Итак, Лилия, давно вы у нас не были еще, кажется, летом и даже до событий на Шихане Куштау, насколько я помню. И хотелось бы начать именно с этого, с тех самых протестов, которые в Башкирии сейчас популяризировались, что ли, которых сейчас довольно много, в том числе вчера, например, события, которые, наверное, каким-то образом связаны, да, с тем, что происходит в нашей республике в целом, потому что, как сообщалось по разным данным, в этих событиях в Кармаскалах принимали участие члены запрещенной в России организации «Башкорт». Лилия, вот те самые протесты в Башкирии, их много, их организовывают местные жители, жители сел, деревень, но почему-то штаба Алексея Навального Уфимского совершенно не видно в этой повестке. Или я ошибаюсь? Ну да, вы ошибаетесь в том плане, что, несмотря на то, что, может быть, физически мы не присутствуем на каких-то мероприятиях, это не означает, что мы не присутствуем в информационном поле и не помогаем освещать все эти события. Вот что касается ситуации с Куштау, то еще с 4 августа я улетела в Новосибирск помогать коалиции Новосибирска 2020 избираться в городской совет. И до середины сентября я находилась в Новосибирске, так же, как и юрист штаба. Поэтому физически, несмотря на то, что физически мы не могли присутствовать на Куштау во время тех событий, мы и до того, как все это произошло, активно освещали всю эту ситуацию, снимали видео на нашем YouTube-канале. И во время этих событий, даже находясь в Новосибирске, сидит сторонников из Башкортостана, но очень много медийных лиц, СМИ федерального уровня, и которые, в том числе благодаря нашим усилиям, смогли узнать о том, что происходит на Куштау. И после этих, в том числе, событий, много известных корреспондентов, журналистов приехали на гору, чтобы осветить все, что там произошло. И Алексей Навальный, он активно также ретвитил те наши видео, сообщения о событиях на Куштау, и это тоже помогло. Смотрите, в принципе, вот в 2017 году, если я не ошибаюсь, да, и чуть раньше, протесты именно штаба Алексея Навального Уфимского были довольно яркими, они вообще в принципе были. А вот сейчас как-то все внимание все-таки обращено не на Алексея Навального в Башкирии, как мне кажется, а вот на тех самых экоактивистов. Возможно, какая-то, как это назовем, коллаборация планируется в будущем вот с этими экоактивистами? Ну, смотрите, мы довольно-таки гибкая организация. То есть, условно, вчера мы были как политическое движение, которое устраивало митинги какие-то активно. Сегодня мы там больше фигурируем как СМИ, когда мы освещаем какие-то события, которые происходят в республике, или к нам люди обращаются за помощью осветить какое-то событие. Например, это протесты во дворе дома по улице Шатару Ставели, мы помогали освещать эту ситуацию. Также мы, как и профсоюз, условно действуем, да, то есть помогаем учителям, врачам отстаивать свои права, и в зависимости от ситуации мы меняем, скажем так, фокус своей деятельности в определенный момент времени. Когда идут выборы, мы, соответственно, готовимся к выборам, участвуем в них, готовим наблюдателей, помогаем другим людям избираться. Соответственно, вот в этом году в большей степени мы сделали фокус на помощь Новосибирскому штабу в части участия в политических событиях, выборах, в частности. Почему? То это вполне возможно.
Я этого не исключаю, и то есть я и сейчас, и раньше поддерживала всегда тех экозащитников, разумных экозащитников, которые отстаивают права на чистый воздух, воду, на там, растения, животный мир, да, сохранность этих уникальных объектов Башкирии. И я поддерживаю всегда экозащитников в этом направлении. Хорошо, Лилия, а почему именно Новосибирск? Вот мне не до конца понятно, почему именно этот город, почему, например, не Уфа? А потому что в Уфе, к сожалению, на выборах не допускают независимых кандидатов, в отличие от Новосибирска. В Новосибирске сложилась такая уникальная ситуация, там, можно сказать, остатки демократии еще сохранились. Там допустили 31 кандидата от независимой такой коалиции на выборы в городской совет. И не только зарегистрировали, но и дали вести избирательную кампанию и попасть, собственно, в списки в бюллетенях. Там, да? То есть, если вспомнить прошлогодний период, когда в Уфе я пыталась избраться в городской совет на дополнительных выборах, то меня просто даже до выборов не допустили. А там это был прекрасный опыт, который позволяет нам, во-первых, поучиться тому, как вести избирательную кампанию. То есть в Уфе мы это не можем, по сути, реализовать и приобрести эти навыки, а там мы этот опыт приобрели. И плюс, соответственно, помогли нашим коллегам избраться в городской совет. Там, в том числе координатор штаба Навального смог попасть в городской совет. Вот, поэтому в тот момент именно это было наиболее важно для всей структуры штабов, и со многих городов, не только из Уфимского штаба, туда приехали сотрудники в помощь Новосибирску и коалиции Новосибирска. Угу. А как вы думаете, с чем связана такая разница? Почему в Новосибирске до выборов допускают оппозиционных кандидатов, таких назовем, а в Башкирии нет? Ну, это все связано с теми руководителями, которые у нас во главе республики как бы находятся периодически, да, то есть я имею в виду в той связи, что когда развалился Советский Союз, во многих российских регионах люди познали как бы вкус демократии, да, то есть там изначально как-то люди почувствовали, что могут влиять на выборы, могут на этих выборах более-менее честно посчитают результаты. В Башкирии такого не случилось. То есть у нас к власти пришел Рахимов, который все как бы схватил в свои руки, и нечестных выборов не было, то есть не было конкурентных выборов, и не было именно честных выборов в части подсчета и организации всего этого выборного процесса. Вот там еще вот это все сохранилось. Люди помнят, видимо, что вот, в принципе, должна быть конкурентная политика, должны быть выборы, и на выборах при должном наблюдении можно обеспечить и защитить результат избирателей, да, голоса избирателей. В прошлом году, например, координатора штаба Навального в Новосибирске допускали даже до выборов мэра города, который Новосибирск один из тех городов, где еще даже сохранились эти выборы. У нас такого нет с самого начала. Вот. Хорошо. Допустим, что... Вот смотрите, я просто приведу пример. Я участвовал, точнее, смотрел, как эти выборы проходят в Нефтекамске, в Башкирии. Там до них, это Горсовет Нефтекамска, допустили оппозиционных кандидатов в том числе. Например, партия «Яблоко» Ильнур Салахов, ну и несколько кандидатов от партии КПРФ, в том числе Тагир Кагарманов, которого совершенно недавно задержали жестко, а потом суд его оправдал, что довольно тоже удивительно. Почему бы там не организовать наблюдение должное? Не как из-за нехватки это сделало общественное движение «Голос». Они покрыли всего, насколько я знаю, 50% избирательных участков Нефтекамска, а покрыть все вот с помощью некой коалиции, да, «Голоса» того же самого, штаба Навального в Уфе, ну и так далее. Можно было ведь так сделать, я думаю. Я небольшую поправку сделаю. Во-первых, в Нефтекамске не допустили на одномандатных округах независимых кандидатов или кандидатов от «Яблока». То есть «Яблоко» допустили только по партийным спискам. В Новосибирске же, например, в том же, там не было вообще многомандатных, или как сказать, общих округов, по которым избирались партийные списки. Там все кандидаты в депутаты были одномандатники. Вот, в Нефтекамске такого не было. Там партии избирались списками. А раз списками, значит,
округ общий по всему городу, значит, нужно покрыть все участки во всем городе, да. В Новосибирске участки мы закрывали только там, где участвовали эти кандидаты в депутаты, то есть на одномандатных округах. Это раз. Второе. Я вполне поддерживаю идею объединения в части организации всеобщего наблюдения на подобных выборах, особенно если это действительно одномандатники там участвуют, где можно защитить голоса в одном округе. И в связи с этим, и даже есть такая возможность уже сейчас это делать с помощью сайта умного голосования, где можно зарегистрироваться в качестве наблюдателей. И я поэтому призываю всех жителей неравнодушных в республике зарегистрироваться в качестве наблюдателей, чтобы в следующем году уже организовать такое наблюдение. В частности, будут выборы в Горсовет Уфы, и это очень интересные выборы будут, поэтому призываю как минимум всех уфимцев там зарегистрироваться на сайте умного голосования, но и в других городах тоже, поскольку еще выборы в Государственную Думу будут. Поэтому для нашей республики наблюдение – это самая важная часть, скажем так, умного голосования, поскольку фактически оно у нас, наверное, не сработает из-за того, что выборы полностью фальсифицируются. Но за счет участия, то есть единственный шанс нашу республику сдвинуть с этой вот как мертвой точки, да, отсутствующей демократии, это организовать наблюдение, качественное наблюдение повсеместное, чтобы жуликам, которые фальсифицируют на этих выборах, не было спокойно, то есть чтобы все их фальсификации просто вылились наружу, вот, чтобы не было им возможности в уединении фальсифицировать выборы. Лилия, вы, когда говорили про Новосибирск, затронули тему демократии. Сказали, что в Новосибирске демократия еще осталась, а вот в Башкирии ее, к сожалению, нет. Да? Вот не думаете ли вы, что Башкирия на самом деле все-таки ближе вот к тому идеалу демократии, чем другие регионы страны? Предположим, вот прямо сейчас мы с вами вещаем на территорию всего города Уфа на FM-волнах. «Эхо Москвы» в Уфе. Это, я думаю, невозможно, когда действительно такой режим политически установлен, когда институты гражданского общества, в том числе и свободные и независимые СМИ, уничтожаются. Вот все-таки, может быть, доля демократии в Башкирии еще есть, на ваш взгляд? Как вы думаете? Но то, что у нас есть разные СМИ, независимые в том числе, или как бы относительно независимые по сравнению с периодом, когда был Рахимов у власти, это, наверное, в какой-то степени заслуга Хамитова. Угу. Так, у нас, видимо, что-то со связью произошло. Так, друзья, я пока напомню, пока мы связь налаживаем, у нас в гостях персонально ваша сегодня Лилия Чанышева, координатор Уфимского штаба политика Алексея Навального. Я очень надеюсь, что все-таки с интернетом произойдет некое чудо, и мы снова с вами сможем поговорить с Лилией. Не нужно, мне кажется, здесь строить некие конспирологические теории и говорить, что именно вот на вопросе про свободу СМИ в Башкирии, про демократию в нашей республике прерывается связь с человеком из внесистемной оппозиции или несистемной, да, как ее называют. Вот почему, в принципе, пока у нас звукорежиссер пытается в панике связаться с Лилией Чанышевой. Так, а Лилия Чанышева с нами на связи, да? Или еще нет? Еще нет. Хорошо. Почему несистемная демократия? Очень просто. Дело в том, что вот оппозиция, простите, не демократия. Демократия, она как раз системная. Почему несистемная оппозиция? Потому что эту оппозицию никаким образом не признают. Но Лилия с нами на связи. Лилия? Да. Да. Угу. Вот так произошло. Прямой эфир, все что угодно может быть. Давайте с вами вот в таком формате тогда поговорим. Я немножечко здесь попытался рассказать, что такое несистемная оппозиция. Да, вот я как представляю, в том числе и вы являетесь некой несистемной оппозицией в Башкирии. Вот о демократии в Башкирии. Независимые СМИ существуют, как мы с вами уже поняли, да, или как вы назвали, относительно независимые, наверное, это верно все же. А другие институты гражданского общества, как вы думаете? Еще вот закончу немножко про СМИ. То есть я хочу добавить, что вот при Хабирове, наверное, больше всего получилось исков в отношении журналистов разных изданий. И то есть потихонечку
власти пытаются заткнуть как бы те СМИ, позиции которых их не устраивают или им неудобно. Вот, поэтому ситуация была нормальная, условно, при Хамитове, там, да, она улучшилась после Рахимова, но она ухудшилась при Хабирове, это стоит отметить. Вот. Что касается других институтов гражданского общества, я, честно говоря, не знаю, про что можно сказать здесь. Это, могу только похвалить всех граждан, которые неравнодушно выразили свою позицию по ситуации с Куштау, по ситуации, по другим вопросам, которые возникали после этого. Это вот по разработке карьеры, по-моему, русской медной компании были, да, тоже люди выходили на улицу и высказывали свое мнение. Начали проводиться сходы по отставке главы Шимбайского района Абдрахманова, да, то есть молодцы люди, то, что высказывают свое мнение и публично выходят на эти протесты, несмотря на то, что власти пытаются заткнуть их, назначая административные наказания. И вот что касается других каких-то форм, раньше была такая форма, это публичные слушания в том числе, да, когда можно было во время публичных слушаниях высказать свое мнение о бюджете города, о стратегии социально-экономического развития города, о бюджете республики. Вот сейчас все начинает сворачиваться. И несмотря на то, что в этот раз власти решили сделать эти публичные слушания в письменной форме по электронной почте, я считаю, что это просто формализм, который, по сути, для галочки они это делают, чтобы как-то соблюдать законодательные требования о публичных слушаниях, но по факту у нас уже и публичные слушания свернулись и не действуют так, как они должны быть по духу, что называется, закона. Вот. Каких-то других гражданских институтов, гражданского общества я не могу припомнить, чтобы они были. В основном общество самоорганизуется каким-то образом и просто по какой-то конкретной проблеме высказывает свою позицию совместно. Хорошо, а вот хочу о чем вас спросить. Дмитрий Чувилин, депутат Госсобрания Башкирии от партии КПРФ, член этой фракции, естественно. Недавно совершенно можно сказать, что вы вместе с Дмитрием Чувилиным вот как раз-таки кооперировались и внесли в Курултай законопроект о выплатах ветеранам. Вот, знаете, я зашел на сайт коалиции Новосибирска до нашего с вами эфира и увидел, что там на самой главной странице этого сайта призывают, значит, не дать возможность кандидатам от «Единой России» и от партии КПРФ избраться на определенные должности. А все-таки в нашей, получается, республике немного иная ситуация, например, с КПРФ? Да, тут и как раз отличие, особенность даже не нашего региона от Новосибирска, а Новосибирска от всех остальных регионов. Потому что в Новосибирске давно сложившееся взаимодействие КПРФ и «Единой России». У них мэр коммунист, а глава региона единорос. И они друг другу на выборах не мешают. Они договорились, у них договорняк, что называется, да, по непрепятствованию друг другу там на выборах, там, да. А в Башкирии другая ситуация. Здесь коммунисты, может быть, и сотрудничают как-то с единороссами в лице того же главы их партии в регионе, там, да, но отдельные члены, они могут вполне себе вести оппозиционную деятельность, и почему бы с ними не повзаимодействовать по таким вопросам, которые мы вот в частности подняли по оказанию дополнительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, повышению им пенсионного обеспечения. Этот законопроект, который Чувилин подал через Курултай, или как в Курултай, я уж не знаю, как это точно по регламенту там это действует, разработал Алексей Навальный еще летом, когда началась атака против него, из-за того, что он якобы оскорбил ветерана. И вот Навальный придумал этот законопроект о повышении пенсии ветеранам до 200 тысяч рублей на уровне других стран, участниц войны. Лиля, как вы думаете, это все-таки реальный законопроект? Вот если можно, короткий ответ, у нас очень мало времени осталось. Я думаю, он реальный, но единороссы, конечно же, будут от него открещиваться. А почему? А потому что они никогда не примут инициативу, которую предлагает Алексей Навальный.
Даже несмотря на то, какая это инициатива. Ну, хорошо. Я напоминаю, у нас в гостях координатор Уфимского штаба политика Алексея Навального, Лилия Чанышева. Продолжим интервью после федеральных новостей. Часов 30 минут московское время. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Власти Воронежской области назвали имена 3 военнослужащих, погибших в результате стрельбы в воинской части под Воронежем. Это майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кожокин, рядовой Нинаил Акталиев. Солдат-срочник Виктор Фирсов, также пострадавший во время нападения, госпитализирован с пулевыми ранениями. В госпитале «Корреспонденту ТАСС» сообщили, что жизнь пострадавшего вне опасности. Сегодня утром солдат-срочник 20-летний Антон Макаров напал на сослуживцев с топором, а затем открыл стрельбу. Макаров скрылся с места преступления. В поисках задействован ОМОН и СОБР. По предварительным данным, Макаров до сих пор находится на территории части. В Министерстве здравоохранения обещают в ближайшее время ликвидировать дефицит противоопухолевого препарата Винкристин. По словам помощника министра Алексея Кузнецова, сегодня будет отгружено 51 тысяча упаковок этого лекарства, произведенного российской компанией «Верафарм». В конце октября российские благотворительные фонды сообщили о дефиците 26 наименований лекарств для онкологических больных, напоминает РБК. Владимир Путин поздравит избранного президента США с победой на выборах после официального подведения итогов голосования, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос, почему 4 года назад Путин поздравил Трампа, не дожидаясь окончательных результатов, Песков ответил, что разница очевидна. Тогда не шла речь о юридическом оспаривании результатов. 7 ноября крупнейшие американские СМИ объявили Джо Байдена избранным президентом. Официальные итоги голосования во всех штатах еще не подведены. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал своего поражения и обещает обжаловать результаты голосования. Тем не менее, главы многих стран уже официально поздравили Байдена. Сегодня это сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала США и Евросоюз близкими союзниками. Госдума завтра рассмотрит кандидатуры федеральных министров и вице-премьера, предложенные правительством, сообщил спикер Палаты Вячеслав Володин. По его словам, обсуждение кандидатур будет скрупулезным и публичным. Это ответственный вопрос для Госдумы. Напомню, сегодня президент Путин подписал указы об освобождении от должностей 5 министров, в том числе министра энергетики Александра Новака. Премьер Мишустин предложил назначить Новака 10-м вице-премьером правительства. Закрытие магазинов. В министерстве считают, что уже принятых мер вполне достаточно. По официальным данным, в России за сутки выявлено почти 22 тысячи новых случаев COVID-19. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Завтра днем до плюс 4 градусов. Ирина Меркулова, служба информации. Мам, ну еще 5 минуточек. Дорогая, ну еще 5 минут. Я и сама не хочу отсюда уходить. В ресторане «Печенье развлечения» весело и вкусно. Новое меню, новый лаунж-зал и огромное интерактивное пространство для больших и маленьких семейных праздников. «Печенье развлечения». Проспект Октября, 21. Подробности и бронь столов на сайте cookifan.ru. По будням с 8 утра слушайте на Эхе Москвы в Уфе и смотрите в социальных сетях «Уфимский разворот». Актуальные новости, интервью и ваши сообщения в прямом эфире. Начинайте день вместе с нами, чтобы быть в курсе событий нашей республики. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски». Бойцы.
Сарзы Енглак. Бойцы спецподразделений. Спецподразделение Сарзы Енглак. В Кармаскалинском районе Башкирии бойцы Росгвардии задержали более 30 активистов. Пош-картел Кармаскалы район Росгвардии Сарзы Енглак кумлы утла активистам кученет. В Кармаскалинском районе Башкирии бойцы Росгвардии задержали более 30 активистов. Пош-картел Гвардии Сарзы Енглак кумлы утла активистам кученет. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия Эрвел-Марий представляют рубрику «Говорим по-марийски». Персонально ваш. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш» сегодня координатор Уфимского штаба политика Алексея Навального Лилия Чанышева. В первой половине эфира мы говорили с Лилией, значит, о демократии в Башкирии, в том числе о выборах в Новосибирске, коалиции Новосибирск, когда сторонники Навального, значит, съехались в этот город, и с помощью их трудов, благодаря их трудам, удалось в горсовет Новосибирска, я так понимаю, да, некоторых оппозиционных политиков продвинуть. Лилия, вот конкретно сейчас хотелось бы с вами поговорить о событиях, которые сейчас разворачиваются в Башкирии, в том числе о событиях в Кармаскалах в субботу, об довольно жестком задержании более 30 человек, ну и так далее. И, в принципе, об организации, запрещенной в России решением Верховного суда Башкирии, Башкорт. Как вы к этому всему относитесь? Что касается ситуации, которая была на выходных в Кармаскалах, я считаю, что это были слаженные действия администрации Хабирова и силовиков против членов организации Башкорт с целью подавить их движение вообще полностью, даже в неофициальном формате. На мой взгляд, весь этот конфликт, он должен был разрешаться на местном уровне, местными властями. И в том числе, если были какие-то правонарушения, если кто-то ударил кого-то, то в этом должно разбираться правоохранительные органы. Но наши правоохранительные органы, они, как всегда, бездействуют, они не хотят ни во что в это ввязываться, им проще, что называется, мордой об землю и все эти конфликты вот так вот порешать. Поэтому, на мой взгляд, судя по тому, что я видела на видео, где сотрудники государственных, так скажем, боевиков, там, да, государственные боевики избивали парней, которые потом в числе избивали, то есть били стекла машин, то я не вижу в этом законные действия полиции или там правоохранительных органов. То есть власть просто решила как я понимаю, бытового конфликта раздуть межнациональный с тем, чтобы в очередной раз расплатиться или как бы отомстить членам организации Башкорт, которые там в том числе активное участие принимали при защите Куштау. И поэтому сейчас, чтобы прикрыть эти незаконные действия силовиков, суды применяют административные аресты к ребятам, которые поехали в Кармаскалы. И чтобы потом государству не пришлось платить за ущерб, причиненный этим водителям машин, да, или там, тем, кому принесли какие-то травмы после этих избиений. Вот. Иначе бы, то есть, и я думаю, что все это происходило с согласия администрации Хабирова, которая вот точит зуб на башкортовцев. При этом здесь не стоит умалять доли Башинформа, который превратился в реальный Башдезинформ, который пишет публикует такие факты, которым люди уже давно не верят, и если они что-то публикуют, то по факту это означает что-то противоположное. То есть настолько власть себя дискредитировала, что ни СМИ, ни своими действиями они не показывают, что они могут как-то управлять ситуацией в регионе. То есть они единственное, что хотят показать Путину, что они могут подавлять силовыми методами все вот такие какие-то конфликты. И до мирного взаимодействия, до цивилизованного решения конфликтов у них просто ума не хватает.
Лилия, тогда встречный вопрос. Вот как вы думаете, все же возможно... Понимаете, вот давайте я попробую объяснить свою позицию. Почти на каждый вопрос, который я задаю, или ваши посты, которые я вижу, в том числе в Фейсбуке, я вижу вот этот негатив в сторону Радия Хабирова. А как вы думаете, может быть, критиковать нужно не его, а его приближенных в том числе? Мы знаем, да, существует некий коллективный Путин, как его называют. То есть, когда мы говорим Путин, мы не имеем в виду одного человека, а целую команду. В данном случае вы имеете в виду Хабирова как одну личность или вот все-таки как его команду тоже? Ну, команду формирует Хабиров. Конечно, он действует не в одиночку. Тут как бы все имена, они на слуху. Там и Бадранов, и Кильсенбаев, и Мурзагулов, и Сидякин. Там, да, вот все это их шайка-лейка, которая вот... можно сказать, творит вот этот беспредел, да, в отношении мирных граждан, которые как бы не совершали никаких противоправных действий, по крайней мере, из того, что вижу я. Вот. И кто их всех привел? Их всех привел Хабиров, там, ему никто не подсовывал всю эту команду для работы в республике. Поэтому как бы рыба гниет с головы. Поэтому, называя администрацию Хабирова, конечно, я имею в виду и в том числе всех его сподвижников, но в первую очередь ответственность за то, что происходит в республике, несет глава республики. А скажите, может быть, если бы вы вели немного сдержанную политику, то в таком случае, например, вас бы не выносили из здания Курултая Башкирии с публичных слушаний, возможно, вас бы услышали. Я просто пытаюсь, вот как-то встать на их сторону и посмотреть с их стороны, так сказать, на эту ситуацию, если это, конечно, возможно для меня. Вот в таком случае, может, какая-то небольшая хотя бы кооперация помогла бы выйти вам в официальное политическое поле? Ой, знаете, мы с жуликами не сотрудничаем, поэтому какой-то кооперации с властью я как бы даже не думаю. Я думаю о том, что можно вести диалог. С нашей стороны мы свое мнение, позицию высказываем, со стороны власти мы только видим силовое подавление, и никакого желания, попытки организовать этот диалог или как-то... выслушать точки зрения, в том числе наши, мы с их стороны не видим. Поэтому здесь как бы мяч на их стороне. И если они не могут сделать так, чтобы общество решало конфликты мирным путем, цивилизованным путем, то ответственность это в большей степени лежит на них. Со своей стороны мы свое мнение высказываем, действуем по закону, да, то есть все, что нужно, как бы, как мы можем выразить свою позицию, делаем все соответствующие действия. Но если они нас не слышат, то я не знаю, что нужно сделать, чтобы как бы они нас услышали. Они нас просто не хотят слышать. А давайте попробуем поразмышлять, что можно сделать. Вот в качестве инструмента, я так понимаю, сторонники Алексея Навального — это именно умное голосование, да? Таким образом, легальным способом, вот, значит, единороссов скинуть с их мест, грубо говоря. А может быть, какие-то другие инструменты существуют? Вот как можно, значит, победить вот это жульничество, как вы говорите? У нас есть только законные формы взаимодействия, это вот в том числе участие в выборах, наблюдение на выборах, выворачивание наизнанку всей вот этой вот ситуации, то есть демонстрации всех их фальсификаций, противодействий нам, да, то есть огласка всех их действий, создание общественного резонанса, который позволяет поменять им свою позицию. Вот это доказала в том числе ситуация с Куштау, это показала в том числе ситуация со стройкой многоэтажки во дворе дома по улице Шата-Руставели, когда и жители не молчали и действовали, и мы как штаб помогали им освещать события, и другие тоже СМИ помогали, и все общество поддерживало людей в защите своего права на свой двор. Угу.
Хорошо. Вот скажите, смотрите, напомню, конфликт Алексея Навального и ряда журналистов, в том числе Ивана Голунова. Да, ну, наверняка вы знаете, о чем я говорю. И вот похожая ситуация в республике Башкортостан, я думаю, сложилась со сторонниками Алексея Навального у нас, в регионе. Я имею в виду некий черный список деятелей, которые публиковали вы, в том числе в Facebook. Да, и вот туда, например, внесли Викторию Куприянову, которая ведет у нас некоторые эфиры на «Эхо Москвы» в Уфе. Вот скажите, а вы не думаете, что таким образом сторонники Алексея Навального могут лишиться некой поддержки? Мы же даже не говорим о единороссах в данном случае. Мы говорим о других общественных деятелях, которые, возможно, поддерживают отчасти вас. У нас как в республике, так и по всей России очень слабо развит институт репутации, и мы почему-то забываем о том, что те люди, которые поддерживают действующую власть, режим, да, или даже хотя бы как-то пытаются с ней кооперироваться, они, по сути, помогают им. И я, как человек, как гражданин, имею полное право выразить свое мнение о том, что я об этом думаю. И, по сути, для меня это не черный список, а это для меня доска позора. Вот, доска позора людей, которые как бы запятнали свою репутацию с моей точки зрения. Ее могут не поддерживать и другие сторонники Навального, там могут с ней согласиться или вообще другие люди. Это их право. Ну и я тоже могу высказать свою точку зрения, что я как бы этим людям не доверяю, и я имею на это полное право. Я призываю к совести. Лилия, вы знаете, я бы хотел обратиться к истории. ЦК КПСС, 85-й год. Приходит Горбачев, начинается перестройка. Никто, мне кажется, многие не ожидали от Горбачева именно такой политики, да, когда действительно вот те сложившиеся в СССР нормы, или режим, давайте назовем режим это вот, да, в негативном оттенке этого слова, они фактически разрушаются. Появляется свобода слова, люди начинают получать информацию правдивую сравнительно. Вот, может быть, и в современное время это возможно, если не выдавливать Единую Россию полностью, например, а как-то бороться с определенными деструктивными ячейками внутри Единой России. А вот не всех и сразу под одну гребенку. Может быть, такой инструмент, он все-таки даст какие-то плоды? Если мы говорим про людей, которые состоят в Единой России, то не получится всю эту громадную махину, громадную систему поменять изнутри. Это моя точка зрения, я как бы ее придерживаюсь. Поэтому, вступая туда и поддерживая, или там разрушая, скажем так, в кавычках, режим этот изнутри, на самом деле каждый человек, он, по сути, поддерживает действующую власть. Все, кто говорит, что они вне политики, или там они никак не связываются с политикой, на самом деле они этими своими действиями, этими своими высказываниями как раз-таки поддерживают ту власть, которая сейчас проводит массовые репрессии, которая как бы, не знаю, во время коронавируса убивает людей, по сути дела, да, не обеспечивая нормальную медицинскую помощь, которая не платит зарплаты учителям, не выплачивает надбавки там, врачам, не платят достойные пенсии. И вот все эти люди, которые говорят, что они вне политики, или там они как-то пытаются изнутри повлиять на власть, на эту систему, по сути, они ей помогают. А политика, она есть везде, во всех сферах нашей жизни. Лилия, скажите, вот если бы, давайте представим такую ситуацию, сторонники Алексея Навального пришли бы к власти, чтобы вот в Башкирии и России можно было бы изменить, на ваш взгляд, какие-то конкретные вещи? Например, реструктурировать политические институты, каким-то образом поменять, возможно, как это все взаимодействует, да, ну и так далее. Вот какие-то идеи у вас есть конкретные? Ну, в первую очередь надо обеспечить сменяемость власти. 20 лет у власти, ну это просто, ну, я не знаю, предел только в Беларуси, там 26 лет, да, ну вот вторые на очереди это Россия, когда 20 лет лидер не сменяется. Вот в той же, как бы, в тех же Соединенных Штатах Америки уже за 20 лет сменилось 5 президентов. У нас до сих пор один. И это же все и как бы наслаивает и на дальнейшую как бы работу в регионах,
То есть губернаторы назначаются, мэры назначаются, они выбираются. То есть нужно обеспечить сменяемость власти, обеспечить выборность глав регионов и городов и глав районов. За то, что в первую очередь нужно как бы ратовать. Ну и дальнейшие шаги – это, конечно же, реформа судебной системы, реформа правоохранительных органов, которые сейчас не являются независимыми и действуют только по указанию власти, и суды действуют по телефонному праву. Как вы думаете, каким образом можно добиться независимости ветвей власти, в том числе судебной, например? Какие инструменты можно использовать? Ну, вот здесь можно, наверное, более... Я как бы не юрист, наверное, лучше, чтобы профессионалы принимали решения по тому, как структурировать именно судебную власть. Но то, что она должна быть независимой, это однозначно, и судейское сообщество должно быть переформатировано, то есть... Сейчас же у нас в судьях кто в основном? Это бывшие работники правоохранительных органов, прокуратуры и так далее. Насколько я понимаю, вот Алексей Навальный, он писал программу во время своей президентской кампании, и в том числе предлагалось сделать так, чтобы среди судей, чтобы на места судей избирались там, граждане, которые, допустим, вели адвокатскую деятельность, да, которые разбираются в праве и могут выслушать и ту, и другую точку зрения и принять независимое справедливое решение. Ну, плюс еще какие-то определенные действия нужно произвести, чтобы в административном плане тоже скорректировать работу судов. Здесь подробнее предлагаю обратиться к программе Алексея Навального. Хорошо. Лилия, вот скажите, а каким бы образом вы решили проблему вот этих межнациональных и межконфессиональных конфликтов, которые как будто бы назревают, да? Вот я, например, имею в виду высказывание Рамили Саитовой. А ведь, вот знаете, многие в интернете смеются над ее высказываниями, говорят, ну зачем обращать внимание? Ведь это просто там человек, который не понимает, что он говорит, да, это я передаю их мнение. Но с другой стороны, если мы посмотрим на ее публикации, например, на ее YouTube-канале, там довольно большое количество ее последователей, очень много комментариев людей, которые поддерживают ее позицию. В данном случае, вот все-таки с такими людьми что делать? Как бороться? Или не надо бороться? Смотрите, да, когда там Рамиля Саитова называет себя кем-то или называет себя там, неважно, кем-то себя называет, и делает это как бы в одиночку там среди своих друзей и так далее, это, возможно, как бы на это не стоит обращать внимание, но когда она действительно это делает на более широкую аудиторию, и у нее появляются свои последователи, которые действуют действуют ее как бы призывом или там заветом, то это может стать и реально социально опасной для общества деятельностью. Вот, поэтому я как бы не врач, не специалист в области медицины. Я считаю, что в таких ситуациях нужно, чтобы оценку давали эксперты в этой области и решали, что насколько как бы человек здоров. Если как бы человек не очень здоров, то нужно там предлагать какое-то лечение. Но если человек там как бы нездоров, но его сажают просто в тюрьму на 2 месяца, там, да, то вряд ли тюрьма сможет как бы исправить человека, потому что тюрьма не орган здравоохранения, который обеспечивает лечение. Вот. И в этой связи я считаю, что надо, чтобы вот действительно врачи дали какую-то или эксперты оценку ее здоровью, возможно, потому что на большую аудиторию действительно это может быть социально опасно. Я считаю, что мы, как многонациональная республика, должны жить в мире, и каждая национальность имеет право присутствовать и жить, и вести свою деятельность в нашей республике, если она не противоречит закону. Вот. И коллективную какую-то ответственность для какого-то народа или для какой-то национальности применять не нужно. Если какой-то человек совершил преступление, он должен нести индивидуальную ответственность, но не весь народ за этого человека. Хорошо. Я обращусь снова к истории, если позволите. Дело в том, что, наверное, многие наслышаны о такой организации, как Ку-клукс-клан. Экстремистская организация, которая существовала в Соединенных Штатах Америки и, значит, выступала за расовую сегрегацию.
Так вот, есть такое решение Верховного суда Соединенных Штатов Америки, в котором судьи большинством голосов решили оправдать одного из последователей Ку-клукс-клана за то, что, значит, он выступил там с публичной речью причинять, какие-то насильственные действия. Он призывал к ним, и Верховный суд США решил, что в данном случае его публичное выступление не несет каких-то конкретных угрозы общественной безопасности именно сейчас. То есть это просто речь в никуда. Вот так посчитали судьи Верховного суда США и оправдали его. И они обратились к первой поправке к Конституции США. Это поправка, которая гарантирует свободу слова. Лилия, насколько вы готовы допустить свободу слова? Готовы ли вы до такой степени допустить свободу слова? Опять же, повторюсь, если эта свобода слова не несет социально опасные последствия для общества. То есть люди у нас с разным образованием, с разными какими-то устоями, с разными религиями и так далее, взглядами на жизнь. Понятное дело, что все могут по-разному среагировать на эти высказывания, но действительно нужно оценивать последствия, которые могут возникнуть, в том числе в такой многонациональной и многоконфессиональной республике, как наша Республика Башкортостан. Думаю, что это нужно учитывать, и какие-то вещи, которые, допустим, поднимут националистические движения, не значит, что они должны замалчиваться. Их нужно обсуждать в цивилизованном диалоге. Извините, у нас осталось не так много времени, поэтому я все-таки спрошу. Например, что касается организации «Башкорт», несет ли она опасность? Они приехали, например, на разборки, если это были они, опять же, помечу. Таким способом, возможно, пытались решить какой-то конфликт, может быть, опять же, допустим. «Башкорт» опасно? Я считаю, что нет. То есть я знакома с некоторыми членами этой организации, я верю в нее мирная, и решение суда Верховного о том, что признать их экстремистскими, я считаю неправосудным. Хорошо, спасибо огромное. У нас в гостях была координатор Уфимского штаба политика Алексея Навального Лилия Чанышева. Лилия, спасибо большое. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это была передача «Персонально ваш». Можете запись, прослушать на подкаст-площадках всех самых популярных в России. Мы там тоже есть, и на YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе», и на странице в Facebook. Всем